Более 1 100 000 000 рублей направили в Ингушетии на меры соцподдержки в первом полугодии текущего года, сообщил глава региона Махмуд Али Кальматов в своем телеграм-канале. Эти средства пошли на выплаты семьям при рождении детей, компенсации поствакцинальных осложнений, доплаты к пенсиям, поддержку ветеранов труда, тружеников тыла, безработных граждан и другие нужды. Около 475 миллионов рублей было направлено на оплату жилищно-коммунальных услуг льготников. В рамках реализации нацпроекта «Демография» в Малгобеке строится новый корпус Республиканского центра соцобслуживания для пожилых людей и инвалидов. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 31,4%, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Увеличение заболеваемости отмечено в 71 субъекте Российской Федерации, в том числе в 17 регионах, более чем в среднем по стране. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1409 человек с коронавирусом, что на 28,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в Оперштабе. Новые схемы мошенничества в сфере туризма выявили в России. Текущим летом зафиксировали сразу несколько крупных случаев, когда туристические фирмы не выполнили договор, и это привело к срыву отпусков у десятков россиян по всей стране. Эксперты рекомендуют скептически относиться к ценам на отдых заметно ниже рыночных, а также внимательно изучать договор об оказании туристических услуг. Трендом мошенников в сфере туризма этим летом также остается создание сайтов двойников отелей. Люди заходят на такой сайт и бронируют номера, но деньги уходят злоумышленникам. Еще одна схема подразумевает продажи недействительных авиабилетов. В этом случае сайт-посредник авиакомпании выставляет билеты по меньшей стоимости, а в итоге они оказываются фальшивыми. 12 новых детских садов открыли в Ингушетии за 6 месяцев текущего года. Новые сады построены в рамках федеральных и региональных программ. На сегодняшний день показатель доступности дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет в Ингушетии достиг 100%. Всего на территории республики функционируют 103 детских сада, где обучаются 24,5 тысячи дошкольников. В Ингушетии реконструируют трассу Сунжа-Горогорск-Малгобек. Проект реализуется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общая протяженность реконструируемого участка 22 километра 600 метров. На 6 километрах уже уложено 2 слоя асфальта. На остальных участках идет устройство основания дороги и обустройство прилегающей территории. А в текущем году планируется отремонтировать 10 километров дорог. Оставшиеся 12 километров 600 метров будут завершены в 2025 году. Основные работы по противопожарному обустройству лесов в Ингушетии выполнены на 54,9%, сообщили в Минприроды Республики. Построено и введено в эксплуатацию 18 километров лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Устроено 58 километров противопожарных минерализованных полос. Благоустроено 5 зон отдыха граждан, а также обустроено место забора воды для тушения пожаров и установлен шлагбаум. Также ведется активная работа с незаконными рубками и другими нарушениями лесного законодательства. В отношении недобросовестных арендаторов направлены иски в суд, договоры с нарушителями расторгаются. Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы с 2025 года будут автоматически получать выплату в размере 1200 рублей. До 2025 года неработающие граждане, осуществляющие уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами первой группы, включая инвалидов с детства первой группы, имели возможность оформлять ежемесячную компенсацию в размере 1200 рублей. Таким гражданам нужно было подавать заявление на оформление выплаты. С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявления на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход. Российская академия наук формирует комиссию для проведения экспертизы учебников. В ближайшее время она приступит к работе. В мае текущего года сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук в экспертизе учебников и разработанных в комплексе с ними учебных пособий. В июле Госдума приняла в третьем чтении законопроект о возобновлении проведения научной экспертизы учебников Российской академии наук. Будут проверяться как классические, так и электронные учебники, а также учебные пособия.
Спортсмены клуба «Ади Ахмат» завоевали 10 медалей на межрегиональных соревнованиях по греко-римской борьбе в Чечен-Ауле. Обладателями золотых наград стали Евлоев Саид, Нальгиев Ислам и Аздоев Салават. Серебряных медалей удостоились Сейнароев Мухаммад, Аздоев Умар, Хамхоев Азраил и Сейнароев Саид. Бронзовые медалисты Махлоев Исмаил, Хамчиев Сайфудин и Хамчиев Шейх Мансур.